несет младший сержант Андрей Крахмалев. Ассистенты – сержант Кирилл Шупеликов и рядовой Владимир Найденков. Флаг города Москвы в руках младшего сержанта Дмитрия Фомичева. Ассистенты – ефрейтор Илья Глущенко и рядовой Дмитрий Каер. Командир знаменных групп – старший лейтенант Виталий Шипилов. Сегодня, 7 ноября, на главной площади России пройдет торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада 41-го года. Ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Москвы, поколению победителей с благодарностью и любовью посвящается мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Дорогие ветераны, защитники Москвы, дорогие москвичи, поздравляю вас с 78-й годовщиной легендарного парада 7 ноября 41 года. Этот славный день навсегда вошел в историю России. Здесь, на Красной площади, в холодный ветреный день, в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий и трудный путь на Берлин. Всего через полгода мы будем праздновать уже 75-летие Победы. Но во многих московских семьях по-прежнему хранятся солдатские письма, боевые награды. И по-прежнему замирает сердце, когда мы смотрим на пожелтевшие фотографии фронтовиков. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они сражались за Родину, за будущее поколение. Низкий поклон вам за мирное небо, солдаты Великой Отечественной. Вы подарили нам бесценный опыт. Он учит верить в правое дело и сражаться до победы, как бы ни было тяжело. Наш долг – продолжать дело победителей, созидать и строить великую страну. И сегодня, храня и приумножая традицию своих дедов и прадедов, по Красной площади пройдут наследники героев войны. Мы твердо знаем, будущее России находится в надежных и сильных руках. Слава участникам парада! Слава воинам-победителям! Слава городу-герою Москве! Ура!
Память народа сильнее времени, прочнее гранита, надежнее всех иных источников, потому что передается от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Для нашей молодежи Великая Отечественная война – это далекая история. Но память поколений живет в их сердцах. И сегодня о героических страницах Московской битвы они говорят от имени 21 века. В следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие Победы. Сегодня невозможно представить, что в далеком 41 году столица нашей Родины могла просто исчезнуть с лица земли. Москву отстояли всей страной, и мы всегда будем помнить, что именно здесь начался путь к Великой Победе. Моему прадедушке в 41-м было 17 лет. Он рвался на фронт, как и все мальчишки из его класса. Они были нашими ровесниками, как и мы. Хотели жить, любить, мечтали о счастье. А в июле всем классом ушли в ополчение, чтобы защитить наше будущее. Над нашими домами разносится набат из затемнения улицы одела. Ты научи любви Арбат, а дальше наше дело. Ты научи любви Арбат, а дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Слушай мою команду! Получить оружие! Бойцам ополчения, получившим винтовки, приступить к изучению вооружения. Обращение с винтовкой, толовой шашкой, миной, гранатой. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда пребудет с нами. Октября Москва перешла на осадное положение. Враг стоял у самых ворот города, но столица не собиралась сдаваться. В эти дни в Государственном комитете обороны принято решение 7 ноября провести на Красной площади военный парад. Парад, который навсегда войдет в героическую историю нашей страны.
Поступь московского парада услышал весь мир. С каждым чеканным шагом по Красной площади крепла надежда людей, а воля, мужество и вера в победу становились несокрушимы. Прямо с парада защитники Москвы уходили на передовую. Многие из них не вернутся домой, но мы знаем, они выстоят. Потому что одни слова звучали в каждом сердце. Ни шагу назад, за нами Москва. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, их было видно словно днем, но только крепче мы дружили под перекрестным артогнем. И как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Рубежи обороны Москвы стали первыми рубежами нашей победы. А было вначале солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль с возвращением, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и
победили. И сколько бы нас не осталось живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. На главной площади страны знамена частей и соединений Красной Армии, принимавших участие в Московской битве. Сегодня мы, молодежь Москвы, пройдем торжественным маршем по Красной площади дорогой чести и славы, с которой начался путь к великой победе. Мы благодарны поколению победителей за наше будущее. Мы будем достойны памяти наших героев, храня в сердцах верность Отечеству и любимой Москве. Клянемся! В преддверии торжественного марша прошла акция «Спой гимн Москвы», к которой присоединились люди разных поколений. Сегодня на Красной площади гимн Москвы звучит в честь защитников Отечества. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться и везде повторяю слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Боевые знамена Московской битвы навсегда останутся для нас символом стойкости и величайшего мужества наших героев, историей подвигов, сохраненной для будущих поколений.
Сегодня знамена Великой битвы, знамена Первой Победы вновь торжественным маршем пронесут по Красной площади внуки и правнуки защитников столицы. До разгрома под Москвой гитлеровская армия не знала поражений. Мы гордимся тем, что наша столица, ее защитники, весь народ совершили то, что казалось невозможным. Это была наша первая победа в Великой Отечественной войне. Не только мы. В те дни весь мир узнал, что на свете есть сила, способная победить беспощадный и бесчеловечный фашизм. И центр этой силы – наша Москва. Право подать команду к торжественному маршу предоставляется герою Российской Федерации, ветерану воздушно-десантных войск, полковнику Вячеславу Владимировичу Сивко. Парад! Смирно! Торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! Остальные направо! Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественный марш в честь 78-летия легендарного парада открывают знаменные группы государственному флагу Российской Федерации, копии Знамени Победы и флагу города Москвы от 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа. С парадными штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны проходят курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Воины проносят по главной площади страны знамена частей и соединений Красной Армии, принимавших участие в битве за столицу и прошедших от рубежей Московской Победы до Берлина. Знаменные группы сопровождают почетный караул 3 видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота.
На площади курсанты военного университета Министерства обороны России в форме воинов-пехотинцев, покрывших себя неувидаемой славой на полях московских сражений. В исторической колонне курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Кремлевские курсанты в 41-м героически держали оборону под Волоколамском. 7 ноября 41 года по Кремлевской брусчатке парадным маршем прошли бойцы диверсионно-истребительных отрядов. Их героизм и отвага на полях сражений и в тылу врага навсегда вошли в героическую историю битвы за Москву. В историческом марше подольские курсанты. Их подвиги в боях за Малый Ярославец, на Ильинских рубежах в октябре 41-го никогда не будут забыты. 17 сентября 1941 года вышло постановление о всеобщей воинской подготовке граждан СССР. 7 ноября 1941 года по Красной площади прошли бойцы батальонов Всеобуча. Пехотинцы, вооруженные пистолет-пулеметами ППШ, проходят в исторической колонии. В Московской битве воины-пехотинцы проявляли невиданный героизм, вступая в схватку с превосходящими силами врага. В легендарном параде участвовали сводные батальоны Московской стрелковой дивизии, состоящие из бойцов ополчения. По зову сердца, вставшие на защиту родного города, ополченцы проявили массовый героизм на рубежах Московской битвы. Героями битвы за Москву стали бесстрашные воины кавалерийского корпуса Льва Даватора и 2-го кавалерийского корпуса Павла Белова. В историческом параде легендарную кавалерию представляет кавалерийская группа президентского полка Федеральной службы охраны России. 7 ноября 1941 года парадный строй защитников Москвы сопровождали прославленные тачанки. К историческому шествию присоединяются будущие защитники Отечества. Задают темп торжественному маршу барабанщики Московского военно-музыкального училища Министерства обороны Российской Федерации. Эстафету парадного марша принимают воспитанники Московского Суворовского военного училища. За годы существования, начиная с 1944 года, здесь получили путевку в жизнь 11 тысяч воспитанников. На площади парадный расчет Московского регионального отделения «Юнармия». В рядах столичных юнармейцев более 13 тысяч юношей и девушек, которые целеустремленно готовятся к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Перед трибунами проходит парадный расчет Московского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации. На Красной площади знаменная группа парадного расчета кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского проносит флаг Всероссийской молодежной патриотической эстафеты добрых дел, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественным маршем проходят воспитанники кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России. Вот уже 6 лет выпускники корпуса пополняют ряды курсантов военных вузов страны. На Красной площади будущие сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации четко чеканят шаг правнуки воинов Великой Отечественной войны, сыновья военнослужащих, которые сегодня защищают безопасность нашего государства. Перед трибунами проходят кадеты-моряки, наследники традиций Школы математических и навигатских наук, основанной в Москве Петром I. Сегодня они изучают основы морской службы, а полученные навыки совершенствуют на летней практике в Севастополе и Калининграде. На марше сводный парадный расчет кадет, избравших профессию офицеров сухопутных войск, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Кадеты воспитываются в духе патриотизма и ответственности за судьбу своей Родины. В кадетском строю шагают призеры Олимпиад по математике, физике, основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре. Каждый второй кадет с гордостью носит знак ГТО. По брусчатке Красной площади печатают шаг будущие дипломаты. Ребята усердно осваивают общеобразовательные и профильные предметы, чтобы с честью защищать международные интересы нашей Родины. Перед трибунами торжественным маршем проходит сводный расчет кадет, будущих офицеров инженерных войск, морской пехоты, ракетных войск стратегического назначения, продолжающих традиции старших поколений защитников Родины. На площади сводный парадный расчет кадет, выбравших профессию офицера сухопутных войск, воздушно-десантных войск. В строю правнуки участников Великой Отечественной войны. Перед трибунами сводный парадный расчет кадет, которые готовятся стать офицерами-спасателями, инженерами и специалистами в области ликвидации последствий стихийных бедствий. По главной площади страны гордо чеканит шаг парадный расчет будущих сотрудников правоохранительных органов города Москвы. Мужество и смелость – важнейшие качества, которые за годы учебы формируются у кадет. В торжественном марше проходит сводный парадный расчет кадет-казаков города Москвы. Подготовка кадет основана на патриотическом воспитании молодежи на примере беззаветного служения Родине российского казачества. На Красной площади краса и гордость кадетского движения столицы. Строевая подготовка девушек вызывает неизменное восхищение зрителей. Они не раз участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. И сегодня, по традиции, завершают торжественный марш кадет города Москвы. Сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона под руководством главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина завершает торжественный марш песней победы на все времена. Проходят десятилетия, подрастают новые поколения, но память народа продолжает жить в их сердцах. Наша молодежь
всегда будет благодарна защитникам столицы, которые отстояли Москву и завоевали для всех будущих поколений неоспоримое право гордиться своим народом и своей страной. Запомните, от этого порога, в лавине дыма, крови и невзгод, здесь в 41-м началась дорога в победоносный 45-й год. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся мертвым и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Замкнули мы вокруг правым кольцом, мы полыхнули гневовым лицом. Солдат российский, саваны снегом, Зелился для вражеских полков. Окончен тот великий смертный год, синеет мирно небо над домом. Над песней нашей матушкой рекой. Над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся мертвым и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья, поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий Поклонимся великим тем годам, когда с парада наши защитники уходили в бой и шли вперед долгими дорогами войны, чтобы победить и навеки остаться в истории России. Сегодня с нами бесценные реликвии нашей победы. На площадь въезжает легендарная боевая техника 41-го года, закаленная в огне сражения Московской битвы, выдержавшая вместе с нашими солдатами все испытания войны, она прошла по фронтовым дорогам 1000 километров от стен Кремля до самого Берлина. Всегда на переднем крае
она вела наших солдат к победе. Сегодня Москва славит своих героев. Вам сегодня говорят спасибо ваши внуки и правнуки, будущее нашей Москвы. Вам, ветеранам великих побед, будет вечно благодарна спасенная вами столица. Слава защитникам Москвы, защитникам Отечества! Слава поколению Великой Победы! Дорогие друзья, на Красной площади начинает свою работу музей под открытым небом. Приглашаем москвичей и гостей города познакомиться с действующими образцами боевых машин и орудий времен Великой Отечественной войны. Каждый экспонат – это настоящая легенда со своей героической биографией. Знакомство с военными реликвиями позволит нам прикоснуться к наследию бессмертных подвигов, ощутить себя частью истории великой страны. В музее под открытым небом работает беспроводная интерактивная технология iLike, с помощью которой вы можете в режиме реального времени рассказать своим друзьям и подписчикам в соцсетях, где вы находитесь, показать понравившиеся экспонаты и поделиться впечатлениями об этом ярком и памятном событии, к которому многие захотят присоединиться. Сделайте яркие фотографии сегодняшнего события на Красной площади и опубликуйте под хэштегом «Знать, чтобы помнить». Лучшие фотографии появятся на основном экране во время работы музея под открытым небом.